Так, сегодня выезжаем на Карсайское озеро и Чарын, Сакенжан. Вот такой вот взял, остановился. Вот второй пакет тоже, да? Да, А ты все на дорогу взял? на дорогу все будем Ой, кушать. да, ты что вообще? Это куда подъехали, сказал? Вот это Чарынский каньон. Начало. Сейчас Вот туда сейчас вот пешком здесь пойдем, да? вот здесь вот, где это стоит. Спуститесь. Вон он, видишь, вон он. Вот туда пойдем, да? Да. Вон он, видишь? Ну да. Все, можем спускаться. Можете снять. Получится 2,5 километра, да, пройти? До 700, до Риги километров. До Риги. Отсюда. Все, спускаемся по лестнице на каньон. Казахские орлы летают над горами на фоне синего неба, контролируют свое хозяйство, местность. Вот так идем пешей тропой. Верим в твою порядочность. Я имею в виду, что техническая возможность позволяет. Каньоны такие мощные, а? Чарынские каньоны. Раимбек Батыр. Здесь стоит такой информационное письмо о Раимбек Батыре. Это кто получается? Словно узкий лабиринт издевается длинных жительцев, запутываясь в их тесных ущельях и каньонах. Да, получается, вот эти все каньоны образовались за счет того, что вот тут когда-то вода стекала с гор, да? Наверное. И вот такие вот остались, короче, камни. Это как получается в американском Гранд Каньоне, да, типа? Да, Раимбек Батыр воевал против чунгаров. Да? Да. В 17 веке. И вот такой вот беседка. Нет, здесь же погода. Короче, 2 года назад тут ходила тоже толпа туристов, и резко вода пришла, короче, их смыло. И говорят, некоторых, ну, не нашли, а кто-то успел выбегать на гору, остался живых, а кто не успел, сразу как бы и вот их туда замыло, смыло, да, несколько людей говорят. Так что вот такие вот могут быть это разные вещи на таких местах, на горе. Тут только пешая зона, тут нельзя заезжать, охранная зона, поэтому только пешком. Ну, хотя тут есть дорога есть автомобильная, но, наверное, работники, да, ездят. Вот такая красивая река тут, оказывается, течет. Прям как будто это, ну, гора, река, зелень, деревья, все, как бы, все есть, короче, здесь. Не знаю, рыба есть, нет? Вот получается конечная точка пешей тропинки. Вот сюда подошли, вот так пришли. И вот здесь беседки. Тут можно посидеть, покушать. Мы что-то с собой не взяли, машине оставили. Дальше должны поехать в этот Карсайское озеро, поэтому вот смотрите. Вчера кто-то в комментариях написал мне: ты почему себя снимаешь? Снимай, говорит, виды. Вот, пожалуйста, снимай. Вот речка стекает, смотрите. Вообще шикарно. Это природоохранная зона, получается. Тоже охраняется государством. И на входе человека тоже там стоит касса. Сколько-то? По 800 тенге, что ли, с человека. Да, это где-то, ну, чуть больше 100 рублей. Вот. Но тут толпа туристов не ходит. Пока, не знаю, если не сезон. Или всегда так. Тут все чисто, везде мусорки. Видно, что люди здесь работают. Санузел, все есть. А там фотосессии, фото-видео.
на Инстаграм. У Сакена вообще вот такая камера, которая снимает 180 градусов. Хоть так держи, хоть так держи, хоть так, она все равно будет снимать. И еще у него есть дрон. Тут получается стоит вот такой вот кранчик с питьевой водой, прям из горного источника, короче. Вот так нажимаешь, и она выходит. А вот и подъехали так туристы, оказывается, есть такой такси, УАЗик, прям на борте с сиденьями. И вот группа такая большая подошла, а мы уже уходим. Все с ними как? Ты просто надо ходить. Мы вот там были, перед ущельями. Поднялись, тут ветер такой, оказывается, наверху, а там внутри не было ветра, жарко было. Да-да, вот наш Оскар Ага нас тут ждал. Сейчас дальше поедем на Карсайское озеро. Вот, побыли в Чарыне, в Чарынском каньоне, сейчас едем на Карсайское озеро. Вот. Классная машина, микроавтобус. Оскар Ага встречается, Салам провожает. алейкум, Да. братья Заха. Да. Он сразу сказал, что вот приедешь, сразу поведу тебя на природу, сказал, вот он сдержал слово, и вот едем. Вот позвали тоже знакомых. Мы туристов возим по окрестностям Алматы, сюда возим на Иссыкские озера. Ага. Тоже красивые места. Вот Сакские, где вы вчера были. Место Туристов, иностранцев в основном. Я работаю с арабами. Ага. Ну, например, кто-то, например, из Казахстана, из Якутии, из России захочет, например, поехать, да, вот видео. Вообще не проблема, конечно. Ваш номер тогда Звоните. оставлю, да, вот здесь под видео или как? Или куда обращаться? Можете телефон оставить, или пусть через вас связываются. А, И вообще не вопрос, пожалуйста. И всех этих объектов покажем, что хотите посмотреть. Пожалуйста, в любое место свозим, покатаем, покажем. И машина у Оскара Ага очень такая большая, чистая, новенькая, везде зарядники, USB, туда-сюда, все, короче, заряженная машина. Сколько человек максимум получается здесь группа? 10 пассажиров беру. С вами 11, да? Да, со мной 11. Да, 10 человек спокойно могут спокойно здесь комфортно ездить по окрестностям Алматы, города Алматы. Очень много достопримечательностей, очень много красивых, хороших мест, инстаграмных, да, как скажем. Так что, если кто соберется, пожалуйста, обращайтесь. Пожалуйста, всегда обращайтесь, буду рад. Подъехали на стоянку Карсайских озер, тут очень много машин, здесь везде продают шашлык, еду, можно тут пообедать и дальше, не знаю, туда спускаемся, наверное. Вот все, сервис придорожный тут устроен очень хорошо, по-моему, там юрты стоят, где можно поночевать, и там по пути тоже очень много юрт стояло вот на въезде. Так что приезжайте на Карсайские озера, вот такие красоты, отдыхайте. Сейчас мы пойдем тоже снимем там. И смотрите, какая поляризация, да, вот яркая. Здесь на солнце, видать, близко к горам, и вот такая вот изображение хорошее получается у телефона. По нашим поверьям, да, когда на природу переходишь, перед тем, как сам кушать, должен накормить землю. Вот девчонки приготовили оладьи, да, наши национальные, вот 9 штук. Вот. Сейчас накормим, чтобы все у нас было хорошо, чтобы наше путешествие было тоже все получалось, никаких проблем не возникало, и благодарность данной земле, что она нас встречает, вот так кормим нашу землю, куда бы вы не пришли. Вот вы только посмотрите на этот прекрасный вид. Сакенджан, покажи, пожалуйста, вот, пешком видишь. Вот там по тропинке спускается вот водный, это, да? Колонна спускается, смотри, вот, прям по ущелью.
Кальсайское озеро. Второе. Гида не взяли. Сказали, мы же кочевники. Коневоды, сами пойдем. Вот, получается, внизу тоже столько коней стоят, идут туристов. Вот там лодочная станция, катамараны сдают. Нам и на. Вот, еще. Мы сейчас туда пойдем на водопад. Аж! Здесь можно тоже очень хорошо путешествовать. И сейчас, на самом деле, да, Казахстан, Кыргызстан, это направление очень развивается. Поэтому, если вы куда-то хотите поехать, отдохнуть за недорого, да, скажем, то можете смело ехать в Алматы или Бишкек. Тут они рядом находятся, можете отдохнуть и там, и тут. То есть ничего от этого не будет. Там 2 дня, тут 2 дня, там 3 дня, тут 3 дня, да? Вот, находимся на озере Кальсай, прекрасное озеро, прекрасная природа. Я примерно представлял, что здесь очень хорошо, постоянно видел в инстаграмах, да, в ютубах. Вот сейчас сам приехал и убедился, что здесь очень реально красиво, и сервис тоже хороший, катамараны, лодки, лошадки, еда, все есть. В принципе, цены тоже недорогие, я бы сказал, поэтому кто не был, приезжайте, отдыхайте. Будьте здесь, на этом месте, на моем месте, на моем катамаране, да, и это самое, будете реально впечатлены этими природами, красотами Казахстана, Алматы. Все, всем спасибо.